Еще раз доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Батыр, доброе утро. Доброе утро. Батыр, прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте посмотрим подготовленный сюжет нашими корреспондентами. Правильно будет начать наш сюжет с определения, что такое антимонопольная служба. Простым языком, понятно для всех, скажем, что Федеральная антимонопольная служба – это исполнительный орган власти, признанный следить за мониторингом цен на бензин, электроэнергию, газоснабжение, рекламу и многое другое. В настоящее время антимонопольный контроль в регионах Российской Федерации осуществляют 84 подразделения. Если вы заметили неаргументированно высокую цену, скажем, на горючие материалы или рекламный щит с недостоверной информацией, вам есть куда обратиться. Но важно отметить, что санкции касаются лишь доминирующих организаций на территории Республики Ингушетия. Также важно помнить, что программа цен очень сложная, и выяснять это и уполномочена антимонопольная служба. Пост руководителя Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия на данный момент занимает Батыр Тачиев, пока только на правах исполняющего обязанности. Совсем недавно вступил Батыр на данную должность. В биографии занимательно, что работал он в Федеральной антимонопольной службе Республики Адыгея. В первую очередь мы хотим поздравить вас с назначением на должность, успехов вам в работе. И начнем нашу беседу, пожалуй, с самой актуальной темы – цены на горючие материалы. Расскажите телезрителям, каким образом антимонопольная служба регулирует цены в этой области? По данному мониторингу, в принципе, вот этот сам весь мониторинг ведется на территории Российской Федерации. И зайдя на сайт fast.gov.ru, можно увидеть, в каком субъекте какие цены на топливо. Но в нашей республике я должен сказать, что цены на топливо одни из самых низких. Не только в Южном федеральном округе, но и в России. В этом даже я лично убедился на этих выходных. Я ездил в Краснодар и обратно, и по дороге лично мониторил, так сказать, цены на топливо. И действительно, ценник на автозаправочных станциях в Республике Ингушетия значительно ниже, чем в других субъектах. Расскажите о федеральных законах, регулирующих антимонопольные отношения. Самое главное физическому лицу у нас как? У нас зачастую физические лица обращаются в ресурсоснабжающие организации и требуют от них технологического присоединения к газовым сетям, либо к электрическим сетям, как мы сейчас говорим, электросетям. У нас зачастую сам потребитель не соблюдает банальные требования безопасности, либо те требования, которые соответствуют законодательству, возложены на него. В целом у нас порядок прописан в законодательных актах. Если это по электроэнергии, то это закон об электроэнергии и 861 постановление правительства о правилах технического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с этими правилами физические лица имеют право присоединяться к электрическим сетям, осуществить технологическое присоединение своих земельных участков либо домов, если они уже построены, электрическим сетям, и заплатить за это 550 рублей. 550 рублей будет стоить потребителю, если он находится в сельской местности, и от границы его земельного участка ближайшее электросетевое хозяйство сетевой компании находится на расстоянии не более 500 метров, а если это городская, соответственно, 300 метров. Эта цена, 550 рублей, это окончательно, больше потребитель за данное технологическое присоединение не должен платить. Оплата происходит единоразово. Конечно, сетевая компания несет расходы, она ставит свои провода, там протягивает, опоры ставит и так далее. Но эти доходы, так называемые выпадающие доходы, они включаются в тариф на следующий год. То есть эти расходы, которые сегодня сетевая компания несет за прокладку этого электрического провода к дому потребителя, она на следующий период уже все эти расходы возмещает в полном объеме. Мы знаем, что реклама, особенно уличная, подвергается мониторингу со стороны антимонопольной службы. Расскажите, пожалуйста, о нарушениях, которые были выявлены, и какие требования существуют. Требования к рекламе предъявляются законом о рекламе. И в соответствии с данными требованиями реклама должна быть достоверной, в первую очередь достоверной и добросовестной. Если эти требования не соблюдаются, то опять же можно подать жалобу, и мы ее рассмотрим, и далее все возможные санкции, которые предусмотрены данным законом, будут применены. Безусловно, наше ведомство тоже волнует то количество щитов и баннеров, которые располагаются в хаотичном порядке в наших муниципальных образованиях. В соответствии с законом о рекламе, органам местного самоуправления необходимо разработать административный регламент по дислокации этих рекламных объектов.
То есть все это должно быть заранее определено. В этом же регламенте должен быть определен порядок передачи этих рекламных конструкций, либо земельных участков под размещение рекламных конструкций неопределенному кругу лиц. Любой желающий имеет право при объявлении этого конкурса либо аукциона, как там определить само муниципальное образование, участвовать в них и по желанию взять в аренду те счеты, которые будут выставлены. А те счеты, которые находятся незаконно, они подлежат демонтажу. Ответственным является орган власти за это мероприятие, является орган местного самоуправления. Они обязаны обращаться в суд, если незаконно стоит рекламный щит, и через суд добиваться его сноса. Если же орган местного самоуправления данное требование не выполняет, то и нам это будет известно, то нами опять же будут приняты меры реагирования в отношении органа власти с тем, чтобы обязать его обратиться в суд за демонтажом этой конструкции. Рекламная конструкция в первую очередь должна быть безопасной. Также за те рекламные конструкции, которые находятся вдоль дорог, отвечает орган госавтоинспекции. Только с их согласия такая рекламная конструкция может быть установлена. Совсем недавно, с 5 января этого года, вступил в действие 4-й антимонопольный пакет. Данное законодательство оно было призвано либерализировать законодательство в части отношения государства к бизнесу. Теперь, если ранее мы за нарушение статьи 10, это злоупотребление доминирующим положением в отношении физических лиц и предпринимателей, возбуждали сразу дела и накладывали оборотные штрафы многомиллионные, а иногда и миллиардные, такие прецеденты у нас тоже есть в службе, то теперь мы обязаны их предупредить сначала. Мы их предупреждаем о том, что если к нам поступила жалоба и в жалобе указаны признаки нарушения, то мы сначала должны направить им предупреждение о том, что о недопустимости данных действий. Если это предупреждение оно исполняется, то дело не возбуждается, на этом все заканчивается. Если же наше предупреждение не исполняется, то мы возбуждаем дело и далее смотрим, разбираем это дело коллегиально. Если комиссия выявит, что все-таки там нарушения были, то принимается решение о том, что есть нарушение, выдается предписание при необходимости о приведении их действий в соответствии с законодательством Российской Федерации. И далее административные взыскания следует. Вопрос о выделении земельных участков отнесен к ведению органов местного самоуправления и региональных органов власти. Антимонопольные органы касаются этого вопроса в части, когда нарушается порядок выделения земельных участков. С марта прошлого года внесены изменения в Земельный кодекс, в статью 39.1, глава 6.1. Порядок, который существовал до этого, он отменен. Теперь, если вы знаете, что в населенном пункте, в котором вы проживаете, либо в котором вы хотите проживать, существует свободный земельный участок, и у него есть кадастровый номер, вы можете обратиться в орган местного самоуправления, в администрацию, и написать заявление о том, что вы хотели бы приобрести этот земельный участок под ИЖС либо садоводство. В этом случае орган местного самоуправления, орган местного самоуправления два пути. Первое, их выбор, это они могут вам отказать, если на это существуют те причины для отказа, которые прописаны, регламентированы четко Земельным кодексом и подзаконными нормативно-правовыми актами. И второй вопрос, они обязаны, они обязаны опубликовать извещения в своих муниципальных периодических печатных изданиях и также опубликовать это извещение на своем сайте муниципального образования и на сайте торги.gov.ру. В этом случае в земельный участок далее продолжится уже процедура, и если еще будет желающие на этот земельный участок, то необходимо будет проводить торги. А если же вы один человек, который претендует на этот земельный участок, то и никто не заявится в течение 30 дней, когда это извещение будет висеть на сайте, то тогда этот земельный участок будет передан вам. Но опять же, мы касаемся этого вопроса только в части оказания государственных муниципальных услуг. Если это выделение земельного участка является муниципальной услугой, внесено в реестр, то тогда можно к нам обратиться. Если же земельные участки не выдаются предпринимателям, то в любом случае это полностью наш вопрос. Безусловно, у наших телезрителей возникнут вопросы после нашей беседы, как связаться с вами и куда обратиться. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия находится в здании ЖД вокзала, это правое крыло, на втором этаже. У нас есть сайт cheinfas.gov.ru. Можно посредством обратной связи на данном сайте с нами связаться, направить нам письмо либо обращение, а также письменно нарочно, либо посредством почтовой связи. Батыр, спасибо, что вы пришли и уделили нам свое время. Напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, если у наших телезрителей нарушаются права, которые контроль и надзор осуществляют антимонопольные органы, обращайтесь к нам письменно. У нас все жалобы принимаются письменно. Обращение также можно оставить у нас на сайте по форме обратной связи. Ну и доброе утро. А нашим телезрителям я напоминаю, что в гостях у нас был Батыр Тачиев, исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Thank you.